ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда. Городадминистрация, руководитель мэрии и директор «Лукойл» Ухта-нефтепереработка подписывают договор о социальном партнерстве. С 2003 года такие документы появляются регулярно, 2017 не исключение. На этот раз сумма помощи от нефтяников городу 5 миллионов рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. При этом наибольшая доля отводится обустройству универсальной детской спортивной площадки в районе улицы Машиностроителей. Существующую планируется модернизировать и существенно улучшить. Здесь там действительно площадка, она и детская, тут же рядом комплекс, спортивный комплекс с этими тренажерами, она крытая такая, все как бы относительно этого вроде бы договорились, мы это посмотрели, это будет очень хороший подспорье, мы ее покажем и будем просить и других наших градообразующих предприятий, чтобы тоже таким же образом решали. Будет уделено внимание и образованию. Например, на средства нефтяников проведут Олимпиаду по химии. Она стартует уже 25 января. Ее участники 40 школьников и студентов среднепрофессионального образования из Ухтинского района. Призы ожидаются серьезные. Например, за первое место грант на получение высшего образования. Университет не определен, насколько я помню, но это будет один из ключевых университетов, которые дают профессиональное образование в сфере нефтепереработки. Это либо Уфимский нефтяной, либо Пермский политех, либо Санкт-Петербургский институт, я сейчас не помню, как он называется, но образование предполагается, что он будет инженер-химик-технолог. Плюсом к Олимпиаде задумка провести экологический форум. На него хотят пригласить делегатов из разных регионов. Официальный статус, будет ли он республиканским, российским или как-то иначе, пока обсуждается. Одна из задач этого форума – это как раз на одной площадке послушать академическую науку, прикладную науку, о том, как мы реально можем повлиять на экологическую ситуацию в городе. Да? То есть все-таки Ухта – это промышленный город, и здесь есть свои особенности. Социальные учреждения, это детские сады, не только по договору тоже не лишатся поддержки. К тому же, как заметил мэр Ухты, возможно, нефтяники помогут городу с ремонтом кровли Дома молодежи, но это пока не 100%. Ну и на десерт. «Лукойл» Ухта-нефтепереработка в этом году объявит конкурс на разработку проекта памятника нефтепереработчику. Свои идеи может предложить любой желающий. За 2017 лучший проект будет определен, а возведут скульптурную композицию ближе к грядущему юбилею нефтяников.